Город стал его судьбой. Именно так можно озаглавить биографию Марса Шариповича Епарова. Вся его жизнь была тесно связана с городом Салават. Уже в студенческие годы проявилась его активная жизненная позиция. Работая в горкоме комсомола инструктором, он всегда был в курсе происходящего в городе. С 1961 года Марс Епаров приходит работать тогда еще на нефтехимический комбинат номер 18 и проходит карьерный рост, начиная от помощника оператора до заместителя начальника коммунального управления данного предприятия. С Марсом Шариповичем я познакомился в 1982 году, в феврале. Тогда я учился в культпросвет-школе Стерлитамаки и, будучи студентом, пришел в театр, и Марс Шарипович мне предложил администратора. То есть я работал администратором, но я отказался, так как я театр не знал тогда еще. Но он, конечно, послушал меня и доверил бутафором. То есть я работал бутафором и параллельно монтировщиком. То есть тогда я еще был молодым и не знал, что это такой театр. И когда Марс Шарипович проводил оперативки, собрания по поводу гастролей и таковые какие-то совещания. Потом-то я узнал, он же не закончил ни театральное, ни актерское отделение, а у него другая профессия. Но, тем не менее, человек, работая с творческим коллективом, работал над собой и умел, вот, мне кажется, самое главное его характер, это умел заразить людей. Марс Епаров является представителем поколения, который с энтузиазмом, с потрясающей самоотдачей работал на всех постах, которые доверяло ему руководство города. Особая страница, работав в течение 15 лет начальником пионерского лагеря «Спутник». Пионеры выросли, стали взрослыми людьми, обзавелись собственными семьями, но уважение к Марсу Шариповичу, как замечательному руководителю и организатору, осталось в памяти на всю жизнь. Одна вещь, вот однажды в театре никого не было. Ну, как-то был такой период, когда в театре никого не было. Ну, я заскочил в театр, никого нет. Смотрю, там баян играет. Думаю, так, кто-то есть. Смотрю, Марс Шарипович один. Сидит, на баяне играет. Какая-то мелодия такая немножко грустная, такая. Мелодия, я ее не помню, но я помню. Да. Я думаю, Марс Шарипович, он даже не заметил, что я подошел. О, Ильдар! Ну вот, ты знаешь, иногда скучаю вот по баяну. Ты знаешь, я ведь умею еще играть. Не про пионерский лагерь начинает рассказывать, он же в пионерском лагере работал. Вот. Поэтому вот этот момент я заметил и думаю, все-таки, когда человек один, тоже монгсулы было какие-то иногда когда он один сам собой. Вот. Есть личности, с которыми ассоциируется то или иное заведение. Так и когда говорят имя Марс Шарипович, сразу встает перед глазами Салаватский театр. Он во главе руля, а рядом весь коллектив театра. Марс Шарипович дегенде, шын-шынында бүтін Салават театры өзінің коллективі білен көз алдында. Шулай. Міне, аның ол тұра юк башында, орбада бүтін коллектив. В 1977 году Марс Епаров был назначен директором Салаватского башкирского государственного драматического театра. В течение 25 лет работы в театре Марс Шарипович наполнил его своей одухотворенностью, темпераментом, неиссякаемой энергией. Он всегда был полон творческих идей. Его опыт и знания послужили надежной основой для молодых специалистов. Благодаря его стараниям Салаватский театр из колесного превратился в стационарный. В 1992 году, после долгих убеждений и борьбы, драмтеатр получил здание, а артисты обрели крышу над головой и, самое главное, свою собственную сцену. Марс Шариповича любили все театры, все руководители, все актеры. Я без него, наверное, даже не дышала, можно сказать, проводя какие-то мероприятия, фестивали, там праздники, юбилеи. Мы как-то одинаково думали, спорили, конечно, но с ним было очень интересно. Этот период я никогда не забуду.
тот период работы, когда Марс Шарипович был рядом. Я очень рада за город Салават, что у нас была такая личность, как Марс Шарипович. Таких людей надо помнить, надо гордиться. Он дорог для нас, для каждого. Вот все стены эти дышат Марс Шариповичем, воспоминаниями о нем. Мы тоскуем по его свисту громкому. Он обычно, бывало, выходил в коридор, и если кто-то нужен или у него настроение, на душе что-то как-то, и он в коридор как выйдет, как свистнет. А вообще, и все так: Марс Шарипович, что случилось, что надо? Вот. Ну, это, конечно, человек просто солнце, от которого идет тепло. При непосредственном участии Марса Шариповича и Парова проходили такие мероприятия, как театральная весна 93 и 95, международный фестиваль Содружества, гастроли в Китайской Народной Республике. Он ведущий всех сабантуев, Дня города и других городских торжеств. Марс Епаров всегда принимал самое активное участие в общественной жизни города. Избирался депутатом городского совета нескольких созывов. О Марсе Шариповиче рассказывать вроде бы легко. И в то же время прошел определенный срок после его ухода из этой жизни, и некоторые события уже в памяти стираются. Но его добрая улыбка, светлый взгляд до сих пор вот стоит перед глазами. И, конечно, вот Марс Шарипович, он успевал везде. Я поражался тому, как он успевал уделять внимание каждому коллективу. Но и не только коллективу, а каждому персоналу этого коллектива, актерам, техническим цехам, потому что были целый ряд проблем. То есть каждый день сменялись театры, у всех свои условия, постановки своих спектаклей. Ну, прям по ходу надо было решать многие вопросы, даже в импровизационном и спонтанном даже порядке. И он с этим как-то замечательно справлялся. За многолетнюю работу в области культуры ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». А в 2004 году он был удостоен звания «Почетный гражданин города Салават». Для нас он как-то внезапно ушел. Мы себя поймали на мысли, что а как же мы без Марса Шариповича? Честно говоря, нам казалось, что он будет жить вечно, потому что он совершенно не во времени, он человек, который не стареет. Вот, никогда, говорят же иногда: ой, постарел, ой, а ты помолодел, а вот он всегда был молодой. Вот удивительная черта. Да, вот он человек ни одного поколения. Он с любым поколением мог находить общий язык. От малыша до старика. Вот такой он большой души человек был. Я думаю, он нас слышит. Маша, мы вас любим, уважаем, часто вас вспоминаем в семье и в работе тоже. Самыми-самыми добрыми словами. 20 июня 2009 года Марса Шариповича не стало. Но память о нем и по сей день живет в людях, которые тесно работали с ним, общались, да и просто знали его как хорошего и порядочного человека. Именно поэтому 25 февраля, месяц, когда родился этот замечательный человек, в Салаватском театре в 19:00 пройдет вечер памяти Марса Шариповича. Вы также можете прийти без каких-либо билетов и вместе со всеми вспомнить этого творческого, яркого, наделенного организаторским талантом, обладающего неистощимой энергией человека. Человека с большой буквы. Равиль Хакимов, Салаватская жизнь.